Сейчас мы разберем один из самых часто встречающихся вопросов под нашими видео по Google таблицам. Как сделать так, чтобы при заполнении ячейки фиксировалось, кто и когда эту ячейку заполнил. Задача довольно простая. Переходим в меню «Инструменты», редактор скриптов. Я сотру лишнее, чтобы оно нам не мешало. И мы напишем новую функцию. Эту функцию мы назовем onEdit. Функция с названием onEdit будет срабатывать каждый раз при редактировании вашей таблицы. Происходить это будет автоматически, и создавать специально триггер для этого не потребуется. Итак, мы хотим, чтобы при редактировании ячейки с данными около этой ячейки появлялось примечание, в котором будет указана дата редактирования, а также какой пользователь отредактировал ячейку. Давайте для начала эти данные и получим. С датой все просто, здесь мы воспользуемся языком JavaScript, и результат давайте поместим в переменную, которую назовем date. По аналогии поступим и с email адресом, его мы тоже положим в переменную, которую назовем email, и для того, чтобы получить email адрес пользователя, мы прописываем класс session, в рамках которого обращаемся к методу getEffectiveUser, и в эту же цепочку добавляем метод getEmail. Готово, данные мы получили. Теперь нам необходимо разместить их в примечании к ячейке. Для того, чтобы создать примечание, давайте сначала получим доступ к ячейке. В этом нам поможет класс SpreadsheetApp, в рамках которого мы воспользуемся методом getActiveRange, то есть получим доступ к текущей активной ячейке, и с помощью метода setNode для этой ячейки установим примечание. Внутрь метода setNode мы должны передать текст, который хотим видеть в качестве примечания к нашей ячейке. Но так как передавать мы хотим не статический текст, а получаемые данные, давайте их сюда и поместим с помощью переменной, которую мы назовем текст, но предварительно эту переменную нам нужно создать. Передать внутрь setNode сразу два значения мы не можем, поэтому мы объединим их внутри переменной текст. Она будет состоять у нас из даты и email адреса. Так как дата и email адрес это строки, то с помощью математического знака плюс две строки будут объединены в одну в рамках переменной текст. И чтобы они у нас не сливались в единую строку, давайте добавим перенос строки вот сюда. Выглядит он вот так. И готово. Мы объединили данные в единую переменную текст, которую передаем внутрь setNode. Наша функция написана, можем ее сохранить. Если вы еще не работали с этим скриптом, то его можно запустить на выполнение для того, чтобы Google запросил у нас необходимые разрешения, и мы их предоставили. Ну а после того, как вы это проделаете, мы можем приступить к тестированию. Возвращаюсь в таблицу и заполняю ячейку. Как мы видим, практически мгновенно у ячейки появляется значок примечания. Давайте наведем на ячейку для того, чтобы посмотреть на это примечание. Мы получили дату заполнения ячейки и адрес электронной почты пользователя. Теперь такое примечание будет добавляться к каждой редактируемой ячейке. Давайте, допустим, запишем вот сюда какое-то значение. К нему, как мы видим, тоже добавилось примечание. И теперь давайте подумаем, какие могут возникать ошибки при работе данной функции. Ну, например, если мы сейчас изменим значение этой ячейки, то к ячейке будет добавлено новое примечание с новыми данными, при этом старые данные будут стерты, а мы бы хотели их сохранить. Вернемся в скрипт и немного его видоизменим для того, чтобы учитывать такой момент. Что нам нужно сделать? Нам нужно получить примечание, которое уже стоит у ячейки. Для этого мы воспользуемся классом SpreadsheetApp, получим доступ к текущему диапазону данных, в нашем случае это ячейка, и для этой ячейки воспользуемся классом getNode. С помощью этой цепочки мы получаем уже существующие заметки, давайте положим их в переменную notes. Далее нам нужно изменить переменную текст с учетом уже существующих заметок. Теперь внутрь переменной текст мы будем класть уже существующие заметки, а потом к ним будем добавлять все остальное. Давайте добавим туда перенос строки, или лучше даже два, для того, чтобы у нас была одна пустая строка между записями. Сохраняю и протестируем. Вносим изменения в ячейку, и как мы видим, теперь у нас здесь есть две записи в примечаниях. Одна, которая добавлена ранее, и вторая, которую мы добавили только что. Соответственно, между ними есть одна пустая строка.
Но это срабатывает в том случае, если у нас уже было какое-то примечание. Давайте протестируем на ячейке, в которой примечания еще нет. Примечание добавляется, и если мы на него посмотрим, то увидим, что запись с нужными данными добавлена, но при этом вверху у нее есть пустое место. Почему так произошло? Дело в том, что для такой ячейки в переменной notes у нас ничего не лежит, соответственно, она пустая, и вот в этом месте у нас ничего не добавляется, но два переноса строки никто не отменял, и они все-таки в ячейку добавляются, даже если в ней не было никаких предыдущих примечаний. Скорректировать это нам поможет язык JavaScript. Мы воспользуемся функцией если, if, внутри которой мы проверим, есть ли у нас что-нибудь внутри переменной notes. И если что-нибудь есть, то тогда наша переменная текст будет равняться вот такому вот полному значению. Если же ничего внутри переменной notes нет, то переменную текст нам нужно сформировать немного по-другому. Давайте скопируем значение и удалим лишнее. У нас не будет предыдущих записей и, соответственно, нам не нужны переносы. Оставим вот такую версию. Соответственно, теперь у нас будет происходить проверка. Если в переменной notes что-то есть, то текст будет полным. Если в переменной notes нету ничего, то текст будет чуть короче, без лишних переносов. Нам осталось удалить лишние данные вот отсюда. Давайте оставим здесь только переменную текст объявленную, но без какого-либо значения. Сохраняю и проверяем. Давайте заполним ячейку вот здесь. Примечание добавилось, и мы видим, что теперь никаких дополнительных пустых строк в начале нет. Давайте попробуем отредактировать ячейку, чтобы убедиться, что на ней по-прежнему наша функция срабатывает. И мы видим, что функция действительно срабатывает. Добавилась третья часть примечания, при этом предыдущие две стоят на своих местах.